Еще один важный документ для Якутии на полях Восточного экономического форума. О чем он? Работа кипит. В сердце Верхнемунского месторождения продолжаются пусконаладочные работы. Бесплатная юридическая консультация Министерства имущественных и земельных отношений отвечает на вопросы населения. Это новости в прямом эфире. В студии работает Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Сегодня на полях Восточного экономического форума подписан еще один важный для республики документ – меморандум о взаимопонимании между правительством Якутии и двумя крупными японскими корпорациями. Документ скрепили подписями руководителя региона Айсен Николаев, президент компании Камаи Халтек господин Сусуми Танака и управляющий компанией Муцуи Йошио Камитани. Стороны проявили заинтересованность в развитии проектов в области возобновляемых источников энергии. Напомню, ими уже реализуется демонстрационный проект внедрения микрогрид в поселке Тикси. Теперь же на очереди поселок Черский. Компания «Камалтах» занимается установкой ветряных электростанций. Совместно с компанией «Мицуи Энеду» продвигаем строительство ветряных электростанций в поселке Тикси. До конца сентября мы должны закончить строительство 3 ветроэлектростанций. Подписали меморандум сегодня о строительстве в поселке Черский. Мы слышали, что там более экстремальные условия, чем даже в Тикси. Поэтому мы должны посмотреть, как все будет работать там. Надеемся, что все будет хорошо. Также в рамках Восточного экономического форума состоялась встреча генерального директора Почты России Николая Подгузова и руководителя Якутии Айсена Николаева. Стороны подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории республики. Почта России запустила масштабную программу модернизации отделений почтовой связи, благодаря чему был произведен капитальный ремонт отделения почтовой связи в Якутске. В ходе реконструкции были внедрены передовые технологии. В 2018 году возобновили обслуживание отделения в Покровске, Удачном и Айхале. Запланировано начало ремонтных работ в отделении связи Нерюнгри. Якутуголь вводит новое оборудование на обогатительной фабрике Нерюнгринская. Компания приобрела сепаратор и шламовые насосы для перекачивания суспензий при обогащении угля. Стоимость новой техники более 12 миллионов рублей. Всего на обогатительной фабрике Нерюнгринская задействованы 65 насосов и 36 сепараторов. Обманутые дольщики Якутии начали вселяться в дома. 15 сентября будет введен очередной дом обманутых дольщиков в селе Чурапча. После этого количество проблемных домов снизится с 9 в начале года до 6. Как будет решаться вопрос, разбирался наш специальный корреспондент Николай Борисов. Годы ожидания, ипотека, сотни тысяч и миллионы рублей, пущенных на ветер, суды, нервные срывы и отчаяние. Для многих дольщиков, недобросовестных застройщиков, и это едва не стало нормой жизни. Однако ситуация начинает налаживаться. Были, во-первых, проведены очень масштабные общественные слушания с приглашением непосредственно дольщиков на эти парламентские слушания. Услышаны были все те люди, которые попали в эти трудные жизненные ситуации. И по итогу были приняты 2 закона. Один закон по долевому строительству и второй закон по созданию компенсационного фонда. В число проблемных входят 3 многоквартирных дома компании «Черафика» в столичном микрорайоне Ильинка, дом северной строительной компании по улице Каландрашвили и 2 дома в селе Чурапча. Потенциальный инвестор, будущий застройщик встречается с конкурсом управляющим. Ведется подбор необходимых документов для того, чтобы данная компания зашла как новый приобретатель. И по итогам сегодняшней встречи дальше будут также проводиться работы по сбору необходимых документов и по согласованию с Минстроем России. Наиболее сложная обстановка с домами компании «Черафика». Напомним, в 2013 году строительно-производственная фирма «Черафика» объявила о начале возведения 3 4-этажных жилых блоков. Для этих целей застройщик стал привлекать деньги граждан. Компании удалось собрать около 154 миллионов рублей. Однако дома таки не достроились. Сейчас готовность 3 объектов составляет от 5 до 30%. Для завершения строительства требуется более 200 миллионов рублей. По конкретным объектам, 3 объектам, связанные с Черовым, с этой компанией,
на мою предыдущую поездку ко мне обратилась группа жителей, которые на самом деле вложили в эту стойку, не получили квартиру и платят ипотеку. Мы договорились с ними, что в мою сентябрьскую поездку мы встретимся с ними там непосредственно на месте. Мы перед этим совещанием с ними встречались на стройке, обговаривали варианты. Ситуация там непростая, совершенно непростая. Однако помимо домов, официально признанных проблемными, есть так называемая группа риска. Дом у нас с 2014 года строится. В этом году сдали. В марте, получается, после приезда зампреда Трутнева Юрия Петровича. Очень быстро сдали. Хотя он говорил сперва закончить объект, а потом заселять. Завершение объекта передали ООО «Адгезия». Я сегодня разговаривала с «Адгезией». «Адгезия» они отказались завершать объект. Ну и мы не знаем, кто будет завершать. Страхи жильцов обоснованы, ведь 17 сентября в арбитражном суде республики состоится очередное слушание по банкротству компании «Семир». Николай Борисов, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Определены предварительные сроки демонтажа наплавных мостов на трассе А-331 Вилюй в Якутии. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка указанных сроков. Об этом сообщает Управление автомобильной дороги Вилюй. В республиканской больнице номер 3 появился первый компьютерный томограф российско-японского производства. На нем возможен просмотр результатов сканирования в режиме реального времени, а также полностью русифицированный интерфейс. Работа на остальных аппаратах производится на английском языке. Продуманная конструкция генератора и других систем в сочетании с оригинальным программным обеспечением позволяют получить изображение высокого качества. Более того, это снижает лучевую нагрузку для пациента. Ну, весь текст на компьютере и исследование выполнено, то есть интерфейс, он на русском языке. Другие-то компьютерные томографы в городе, у них, значит, интерфейс английский. Но не всегда врач-рентгенолог в районе достаточно знает английский язык, чтобы понять. И, собственно говоря, работа вот на данном компьютерном томографе значительно упрощена. В сердце Верхнемунского месторождения на энергокомплексе продолжаются пусконаладочные работы. Проводится проверка оборудования котельной и началась подготовка к испытанию агрегатов автономной нефтедизельной электростанции. Для этого на площадку прибыли специалисты компании Hyundai из Южной Кореи. Сможет ли данный энергокомплекс в полной мере обеспечить теплом и электричеством все месторождение, узнавала Ирина Балкова. В сердце месторождения кипит работа. Экстремально низкие температуры воздуха, сложная схема доставки не помешали вовремя приступить к заключительной стадии строительства энергокомплекса, пусконаладочным работам и подготовке к запуску. На сегодняшний день строительно-монтажные работы здесь выполнены процентов на 95. Также работают специалисты по наладке оборудования. Сегодня у нас присутствуют представители из Южной Кореи. На данный момент все системы смонтированы. Началась проверка работоспособности оборудования на разных видах топлива. Таких как дизельное топливо, отработанное масло и то же самое нефть. Вот. Все идет в процессе пусконаладки. Как видите, сейчас оборудование все в работе. Данная котельная позволяет нам обеспечить мощность 12 мегаватт, пиковая ее нагрузка. Вот. То есть для обеспечения всего комплекса Верхнемунского месторождения данная котельная вполне предназначена и будет обеспечивать в полном объеме. На автономной нефтедизельной электростанции ведется подготовка и запуск двигателей компании Hyundai. Всего их 5. 2 из них уже опробованы на холостом ходу, без генерации электроэнергии. Расчетная проектная мощность у них 1,7 мегаватта каждой машины. То есть то же самое работают так же, как и на дизтопливе и на нефтяном топливе работают. Во-первых, это плюс уже как бы экологическая составляющая. То же самое, если взять отработанное масло котельную. То есть не надо дополнительных каких-то принимать усилий там, для переработки, для утилизации, а непосредственно, то есть те же отходы мы превращаем в тепло, которое будет приносить пользу.
Электричество отсюда будет подаваться на все объекты месторождения. Для этого пришлось установить более 1000 электроопор. Вся промплощадка обеспечивается от временного энергокомплекса электроэнергией по линиям электропередач, которые были введены в августе месяце. То есть мы порядка 50% линий электропередач уже ввели в августе месяце. Оборудование закладывалось и монтировалось с учетом низких температур, поэтому проблем по его работоспособности в зимний период не должно быть, утверждают специалисты. Ну а пока на объекте проводится опробование и проверка всех узлов и агрегатов. Напомним, на монтаж данного комплекса ушло почти 8 километров труб и 500 000 металлоконструкций. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Как оформить документы на землю, встать в очередь на получение участка по строительству или получить дальневосточный гектар? Земельные вопросы интересуют многих. Министерство имущественных и земельных отношений Якутии в рамках информационной декады сегодня и завтра проводит юридическую консультацию населения. Совершенно бесплатно на все вопросы граждан ответят специалисты. Сегодня у нас здесь также присутствует и департамент по лесным отношениям, который также объясняет по ходу реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Ведь мы имеем в виду больше 2000 договоров заключено именно в категории земель лесного фонда. И как использовать в лесном фонде, на лесах, земельные участки. Здесь как бы есть свои особенности, которые прописаны этим 119 федеральным законом. И сотрудники департамента по лесным отношениям на все эти вопросы отвечают гражданам. В целом по республике Саха-Якутия у нас заключено больше 7000 таких договоров. И данные граждане сейчас должны осваивать эти земельные участки. Профильный полицейский класс открыли в 7-й школе Якутска. МВД по республике и школа номер 7 подписали соглашение о сотрудничестве. Учащимися в погонах стали 26 ребят из 8 класса. В их учебную программу добавили занятия по основам права, истории МВД и положений законов, а также углубленное изучение военной подготовки и основы безопасности жизнедеятельности. Уроки будут вести и сотрудники МВД, а ребята вместе с ними будут ездить на рейды. Для того, чтобы быть в этом полицейском классе, не нужны такие сверх какие-то способности. Просто простые ребята. Вот главное было бы у них желание, терпение, выносливость воспитывать. Те дети, которые ходят в этот класс, будут физически подготовлены также к работе и службе в вооруженных силах и в силовых структурах. В Ленске прошли пробные соревнования по стрельбе из лука. Организатор – Федерация стрельбы из лука. Подобные соревнования проводятся ежегодно, но в этот раз спортивное мероприятие прошло в 3D-формате в лесной поляне. На лыжной базе были установлены макеты различных животных. Лучники должны были в движении их поразить. Это сейчас вид спорта приобретает большое значение и в России, везде это в больших городах проводится. И мы тоже в Ленске тоже решили, чтобы как в качестве популяризации данного вида спорта привлечь внимание населения. И вот сейчас сегодня мы проводим пробные соревнования, ну, осматриваем дистанцию, осматриваем площадки, поляны, где будут установлены эти животные. А дней через 10 планируем, значит, провести соревнования с привлечением всех организаций города, ну, чтобы они выставили свои команды и поучаствовали в этом мероприятии. К этому часу вся информация. Оставайтесь с нами.